Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Сегодня последний день 7-го всероссийского конкурса ледовых и снежных фигур имени Михаила Максимова под названием «Мы дети Севера». В этом году в конкурсе принимает участие 16 команд из районов республики. Также приехали участники из Приморского, Хабаровского краев и города Новосибирска. Конкурс был приурочен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. И буквально через несколько часов начнется церемония награждения, а перед этим мы к нам в студию в гости позвали Егора Егоровича Степанова, преподавателя детской художественной школы имени Ким Леонида Александровича, отличник культуры Республики Саха-Якутия, мастер ледовых и снежных скульптур, участник и призер международных ледовых и снежных конкурсов, а также член Союза художников России. Здравствуйте, Егор Егорович. Также в нашей студии в гостях ученики Егора Егоровича, участники этого замечательного всероссийского конкурса Степанов Артемий и Григорьев Богдан. Здравствуйте. 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 Я приветствую вас у нас в студии. Осталось считанные часы, буквально там через пару часов мы узнаем имя победителя, ну, как бы слишком волнительно, но мы сохраним, да, вот это вот волнение на церемонию награждения. И первый вопрос. Первый раз участвовали? Да. Угу. Я участвовал еще по снегу в прошлом году с родителями. Значит, опыт есть, но опыт по снегу у тебя был. Угу. Как вам конкурс вообще в целом? Хороший, отличный. Лед понравился. Лед понравился? Молодец какой. У тебя, Богдан? Понравился. Угу. Материал хороший был. Который подготовили вам Да. ваши преподаватели. Угу. Познакомились с ребятами? Не особо. Не особо. Не до этого, да, скажи. Были сконцентрированы на работе. Ага, Егор Егорович, расскажите, пожалуйста, что подготовили и с какой работой вы приняли участие в данном конкурсе? Предварительно, когда был уже объявлен положение конкурса, мы с ребятами в своем классе начали разрабатывать эскизы. Все начинается с бумаги, как говорится, с карандаша. И по результатам этих эскизных работ я выбрал 2 команды. Со мной еще, не со мной, но с нашего класса еще одна команда участвует, команда девушек. Так, и было выбрано по льду, ребята накидали свои эскизы, из них мы выбрали эскиз Богдана. Первоначально она называлась «Тишина». И, соответственно, совместно корректировали эскиз, исправили, поправили. Учитывая какой дан будет материал, мы, исходя из него, сделали окончательный эскиз, который вот предоставили к вам. И после этого мы уже подали заявку. Для участия? Да, для участия. И хорошо, что, как говорится, уже попали, да, вот все попали. И так как ребята Артемий и Богдан в этом году начинающие, для них перспектив очень много, я так считаю, потому что им по 12-13 лет, а они еще до 17 лет еще могут каждый год принять участие в данном фестивале. И как педагог я скажу, что вот ребята, они у меня учатся в художественной школе, они по специальности ДПИ, это декоративное прикладное искусство, резьба по кости. Коротко так, и мы очень благодарны организаторам этого фестиваля. В этом году, как говорится, на высшем уровне, можно сказать, да, вот, и
Вообще-то я в качестве председателя жюри всегда работаю, но в этом году, так как у меня тоже свои учащиеся изъявили желание, я отказался от жюриства и в этом году как участник принимаем участие. Ну, следили за тем, как ребята, да, там... Да. Я Да. вот хотела насчет эскиза сразу. Вы сказали, что это идея Богдана. Богдан, скажи, пожалуйста, вот как к тебе пришла эта идея изобразить вот такую вот замечательную... Для меня это вообще практически шедевр, еще и на лед перевести. Я хотел сделать наездника, который прислушивается к тишине. И так получилось. Ну, сперва назвали «Тишина». Да. Ага. А потом второе название уже пришло в процессе, да? В процессе, да, обработки, не обработки, а вот разработки эскиза, да, вот. И на эскизе, конечно, на рисунке Богдана немножко ракурс другой был, и мы специально за определенные рамки работали, потому что знали, каких размеров будет лед, и сразу детям задал рамки. Вот за эти рамки не выходить. И в итоге получилась вот такая работа у нас. Адаптировали под лед, да, что как это да. должно. Это занимает целый процесс. Вот я еще хотела, да, какой срок это? Мы над эскизами работали около 2 недель, получается. Ребята у меня учатся 3 дня в неделю, поэтому получается 6 дней, да, мы обрабатывали, дорабатывали до окончательного момента. Ну, я так понимаю, вот это вот эскиз, который сейчас у нас в черно-белом варианте, и вот я хотела бы, чтобы вы, Егор Егорович, показали вот этот вот цветной вариант, который уже такой помощнее. Я так понимаю, уже он... Вот мы постарались, я постарался детям показать, чтобы при свете, как она примерно будет выглядеть. А это все учитывается? Да. И второй, вот этот черно-белый вариант, мы, чтобы облегчить работу, сделали на масштабе. То есть вот каждая рамочка 50 сантиметров. Тогда я понимаю, что... И второе вот название вот этих вот замечательных картин, это вот мы хотим показать вам, дорогие наши телезрители. Второе название какое было? Напомните мне. «Тревожное утро». «Тревожное утро». Но оно очень подходит, да? Да. Это вот «Тревожное утро», я так понимаю, начало Великой Отечественной войны. И вот мы постарались сделать как бы грива и хвост как пламя огня. Да, вот, ну, насколько получилось, ну, вот столько получилось. Да. Богдан, Артемий, получилось? Да, Получилось. хорошо. Да, довольны? Да, очень. Очень. Ну, а в процессе... Сколько дней это заняло? Сколько дней вы делали? 2 дня. 2 дня. Да. Ага, волновались? Лед 2 дня, снег 1,5 дня. Лед, вы еще и снег сделали. Да. Вот полностью по этим эскизам тоже, да? Да. Нет, на обороте там, на оборотной стороне вот сова. А вот это вот, я так понимаю, сова тогда это была... Это из снега. Это из снега, да. Чья работа? Чья идея? Ну, тоже исходя из этих, у ребят, конечно, эскизы были очень сложные. Снег, как организатор, соорганизатор этого фестиваля, качество снега, конечно, у нас немножко хочется пожелать хорошего, да, но она сыпется. Поэтому, чтобы тонкие работы сделать невозможно. Поэтому для первого раза, чтобы они почувствовали форму и так далее, я немножко задал чуть попроще, так скажем. Ну, это слово так, да, вот попроще, но в деле-то ребята уже сами почувствовали, насколько это сложно. Тем более высота снега тоже 2 метра. И больше их роста, да, практически в 2 раза. Как дотягивались? Ну, там табуретка стояла, стол. Стояли Мы на него по встали. очереди. По очереди.
Ну, вот для меня, вот для как матери ребенка, не замерзли? Было тепло? В первый день мне было жарко. Мгм. Очень. В остальные нормально. Мгм. Не очень жарко и не очень холодно. Между тем и тем. Главное, не замерзли. Да, дополнительно до соревнований я собрал родителей, чьи дети будут участвовать, и объяснил, какая одежда должна быть у детей. Это первое. И второе, чтобы проверить это, мы рядом с нашим мастерским делали маленькую пробную работу. Я собрал ребят в воскресенье все приехали в той одежде, в которой они будут участвовать, потому что я лично должен был убедиться, что ребята одеты как надо, да, вот. И в итоге ребята поработали 3 часа, было все нормально, но тогда погода была еще чуть прохладнее, чем данные дни, да. И убедился, что одежка и так далее все хорошо. Первый опыт работы с томесками, ребята, первый день было очень трудно, когда мы тренировались. Потом уже в самом соревновании ребята уже знали, какой стамеской выбирать, где, чем работать и так далее. Вот то, что мы заранее потренировались, это, я считаю, большим плюсом. Ребята уже узнали, какими инструментами работать. И, надеюсь, у нас получилось. Ну вот, буквально сейчас, через 1,5 часа вы узнаете все свои результаты. Ну, я понимаю, у вас еще же и была вторая группа, это девочки. Да. Девочки тоже подготовили снежную и ледовую скульптуру. Да. Ну, то, что девочки пришли, мне это вообще тоже очень пора. Они, Николаева Виталина и Васильева Елизавета, тоже они учатся у меня в костоведном классе. И они участвовали в старшей группе. Хотя Лиза, ей 13 лет, но так как напарница у нас старше, поэтому... А желание участвовать огромное. Да, желание участвовать было, поэтому собрал тоже команду. Ими руководил мой родной брат Дмитрий Егорович Максимов, который тоже неоднократный победитель международных конкурсов, человек с опытом, с инструментами. И просто одному руководителю бегать за 2 командами — это очень сложно. Мы это поняли еще в первых фестивалях, когда желающих детей было много, и мы по 2, по 3 команды выставляли, да, каждый руководитель. И там ощущалась нехватка инструмента, там руководитель должен бегать с одной команды, потом успеть проконтролировать 2-ю, 3-ю команду. И в итоге бывало, что в итоге у всех команд незавершенная работа, да, может быть такое. Поэтому мы подготовились заранее. И вот когда девочки тоже изъявили принять участие, я просто не знал, как выйти из этого обстоятельства, да, потому что я физически знаю свои возможности, да, и как бы бегать за 2 командами — это практически нереально. Тем более на площадке перед стартом идет жеребьевка. И может так получиться, что ты первой команде достанется лед номер 1 и последний 16-й день, и тогда пришлось бы бегать через всю площадку туда-сюда. И поэтому... физически нужно, да, же, да? И это вообще все нести на себе. Попросил помощи у брата, и брат любезно согласился, и вот со 2-й командой как руководитель работал мой брат. Я так понимаю, пока Артемий с Богданом занимаются, вы, ваш функционал, что, внимательно за всем следите? Да, потому что особенно по льду инструменты очень острые. Там одно неосторожное движение, и можешь порвать
Не то, что одежду, рукавички можно и поранить в руку. Поэтому глаз да глаз, да, вот особенно, когда ребята работают острыми предметами. Там техника безопасности. На площадке руководитель полностью отвечает за технику безопасности своей команды. Поэтому по льду всегда бывает больше как бы накала, да, вот напряжение такого. Да. Все время приходится контролировать за работами. И все время приходится контролировать за самими детьми, да, вот не замерзли ли они, если замерзли, идут отдыхать. А так по льду, кроме инструментов, мы еще работаем электропилой, да, вот основное вырубается лишнее, отсекается электропилой работает только руководитель. Потом уже остальное уже с ручными инструментами ребята сами. Ну, вам не самим-то, мне кажется, вам-то и не страшно, да, с инструментами. Вам интересно, наверное, больше? Да, больше всего интересно. А смотрите, как Егор Егорович за вас переживает. И стоял там рядом с вами, следил. А в целом, вообще, вот эта вот резьба по льду, вот это вот все. Я же так понимаю, это же вот ту же самую гриву сделать, это нужно практически такая концентрация внимания. Получилось? Да. Да, получилось. А, допустим, ну, примерно, да, предположим, ну, вот, к сожалению, вот не займете сегодня место, допустим, вы примете участие на 8-м всероссийском конкурсе? Да. Молодцы. Вот, Обязательно. вот это вот называется и настоящая мужская. Глаза горят, значит, Да. это хорошо, здорово. Больше, значит, нравится процесс. Да? Ну, конечно, желание занять и стать победителем есть, но главное не опускать руки, да, и до победного идти до конца. Ну, больше лед или снег? Лед. Артемий, Богдан? Лед тоже, наверное. Тоже лед. Ну, снег, он как рыхлый, наверное, поэтому, да? Случайно не то сделал, и придется все заново. А ну, на этой фигуре пришлось? К счастью, нет. Молодцы. Ну, они же еще такие большие, ростовые. И не дай бог там, да, что-то где-то выполнить. Ну, это, Егор Егорович, просто на ваш профессиональный взгляд, зима же выдалась такая теплая все-таки, да? В этом году, Снег-то он же какой-то другой, наверное. Ну, я так думаю. Снег речной снег и снег, который на поляне, да, вот, они отличаются. Практически наверху льда снег, который, она всегда как бы зернышками она всегда бывает. Она очень долго замерзает и так далее. Практически не замерзает даже. А вот если с земли, с башни взять снег, она с неба, она мелкая частица, и она трамбуется очень хорошо. В этом разница тоже есть. Вот это я бы никогда в этой жизни не узнала, что есть, оказывается, разница между... Допустим... Вот вы это знали, да? До соревнований нет. Вот благодаря этим соревнованиям вы и расширяют свой кругозор и пробуют себя. Конечно. Но до того, как вы вообще приняли в этом участие, вы рассказали то, что вы вообще просто из кости, вот, ой, извини, не просто, вот из кости режете, да, во время своих уроков, из кости оленя, кость мамонта. Что больше понравилось? Ну, рог оленей. Рог олень. Сейчас у вас, буквально у нас осталась минута, да, нашей программы. Я желаю вам победы. Но если вдруг что, вы знаете, что есть план Б. Есть 8-й всероссийский конкурс, 9-й. Вы знаете, и географический вот этот вот замечательный конкурс. Но он пойдет вширь, потому что на вас сейчас, на детей, очень большое внимание от такой тяжелой артиллерии, как Егор Егорович, которые хотят передать вам свой опыт, свои знания, чтобы вы потом это все из поколения в поколение и для себя, и для своего народа, да, вот для своих земляков несли. Ну и в Китае обязательно съездите. Ну, я вот несколько лет пройдет, обязательно буду смотреть за вами. Спасибо большое, что пришли.
Всего хорошего. Мгм. Всё Спасибо. хорошо. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Еще раз добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы продолжаем нашу программу «Якутск сегодня», и компания «Корея Медтур» быстро, легко и результативно организует вашу поездку в ведущие клиники Южной Кореи для получения профессиональной медицинской помощи. А более подробно рассказать про Корею Медтур пришла эксперт по лечению за рубежом Корея Медтур Эльвира Андреевна Михайлова. Эльвира Андреевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам пришли рассказать про вашу замечательную работу. И первый вопрос у меня сразу же. Почему Корея? Ну, честно говоря, я не могла особо и выбирать. Так жизнь моя сложилась, что изначально я училась в корейской школе. Тогда Корея была вовсе не популярна. Поступила она в корейский факультет, закончила это корейское отделение, выиграла грант на обучение в Южной Корее. Один из немногих, можно сказать, единственный студент из Якутии. Asiana Airlines мне тогда вообще подарили вот эту поездку, сам генеральный директор. И в сущности у меня, в принципе-то, выбора страны не было на тот момент, и это была непопулярная страна, и это была страна больше по зову души, скажем так, да. Это вот сейчас она стала популярной из-за того, что новые герои, сериалы, музыка, вот это все стало популярным сейчас. Вот. Ну и, естественно, большой технологический рывок, в принципе, не только в медицине, но и во всех сферах произошел, можно сказать, вот на наших глазах. Вот поэтому я как бы сейчас оказалась, как будто я это предвидела. Но на самом деле просто судьба так привела к этому. Ну, Корея Медтур, я так понимаю, существует и не с тех лет, она уже чуть попозже. И как вы организовали вот эту работу, хотелось бы узнать. Ну, естественно, она организовалась не с тех пор, но с тех пор я работаю. Работаю с первого курса института. Первое время я, когда студентом была в корейском отделении, конечно, денег не хватало. И мы подрабатывали переводчиками, давали репетиторство, водили группы людей, да. Потом мы поняли, что скорее надо дальше работать, да, и уже как-то работали в Корее, получается. И потом уже, когда жизнь уже взрослая начались и взрослые проблемы, со здоровьем проблемы, потери близких, ты уже понимаешь, появляются в жизни ценности гораздо больше, чем просто где-то что-то поработать. Уже вопрос миссии, наверное, по большей части появился, когда ты хочешь принести людям не просто то, что ты работаешь, там какие-то зарплату получаешь, но помогать людям в том, что никто не может, в принципе, помочь в каких-то вещах. Например, вот в плане здоровья, в плане сохранения жизни, да. Вот, поэтому, конечно же, так возникла Корея Медтур из необходимости помочь людям в сложных ситуациях. А сложная ситуация — это когда у тебя близкий умирает, и ты хочешь, чтобы он с тобой подольше побыл. И ты ищешь все варианты, тебе все отказывают. Все говорят: все, вы безнадежны, да, езжайте там в Москву. В Москву приезжают, говорят: вы тоже безнадежны, вы все, уезжайте, умираете. И люди приходят к нам и находят решение, и выздоравливают. Ко мне недавно женщина, случайно позвонила, да, мы с ней разговорились, оказывается, у нее 8 лет назад муж лечился у нас, выздоровел. 4-я стадия, рак желудка с метастазами. Я сама просто была в шоке. Я даже сама не верила, что такое возможно. 4-я стадия? 4-я стадия, рак желудка с метастазами. И она говорит: мой муж жив, и с ним все хорошо, и славьте Господи. Я говорю: вы серьезно? Говорю, это точно, говорю, наш пациент. Да, говорит, ваш. 8 лет назад это было. Я говорю: а слушайте, подожди, какая фамилия у него, дайте-ка, сейчас найду в базе данных. Она мне все это называет, я нахожу действительно наш пациент, я даже знаю, в каком госпитале он у нас лечился. Я просто в приятном шоке. Думаю, ладно, может, единственный у нас такой. Сегодня тоже вот женщина звонит, у нее ребенок болеет. Я говорю: кто вам порекомендовал? Она говорит: вы знаете, там вот эту фамилию называет. Я говорю: слушайте, знакомая фамилия. Говорит: это же ваши пациенты. Говорю, так они, говорю, уже лет 6 назад у вас лечились, выздоровели, тоже там диагноз, не дай боже, как говорится, был. Выздоровели. А вот с какими болезнями к вам чаще всего обращаются? Конечно, это онкология в основном. Онкология. Бывает, что не только онкология, бывает, вот сейчас у нас женщина там лечится в Южной Корее, да, представляете, вот она после Нового года жила, а тут что-то ее схватило, вот непонятно что.
начали обследовать, она прямо легла, у нее уже аж сепсис начался, аж там чуть ли почки, ну все, короче, все плохо. Тут отказали, там отказали, Корея отказала, я сама лично говорю, ни одна больница в Корее вас брать не хочет, а мать у нее умирает на руках. Все, сепсис, там, знаешь, септическое состояние, вот это, да, температура постоянно, антибиотики, человек уже на коляске лежит. Абсолютно здоровая женщина до Нового года, и после Нового года вот такое получилось. Кто знал? Я потом говорю, ну давайте, говорю, на страх и риск, я вам все организую, вы мне поедете в Корею. Но говорю, что там дальше будет, я не знаю, ну помогу вам, буду во всем на пути помогать. А так, что вам поставят, я не знаю, говорю. Вот мы кое-как вот с ними вот поехали в Корею, они у меня сейчас вот, ну, в госпитале мы договорились, все тяжело было, да, госпитализировали, обнаружили инфекцию, которую нигде не обнаруживали. Славьте Господи, что обнаружили. Я говорю, так вы же до этого там сколько больниц периета. Неужели эту инфекцию не находили? Нет, не находили. В Корее нашли. И сейчас вот когда нашли эту инфекцию, вот они сейчас в инфекционном лежат там, в Корее у меня в Сеуле, в центре. И все, и они вот, получается, сейчас вот лечение вот это проходит, дай Бог им все это поможет. Главное же источник найти. И здесь вообще никак не смогли, даже в Корее не смогли найти, но вот та клиника... Нашли. Вот сейчас инфекцию нашли, а, соответственно, если нашли причину, то найдут и метод. Я прям более чем уверена. Поэтому, видите, вот такие случаи у меня каждый день, и это меня сильно вдохновляет. Вот иногда очень устаешь от всего этого, думаешь, ну все, пойду на покой, да, пойду там носки вязать. Ну, уже 8 лет. Я каждый год думаю, ну пойду носки вязать, да, все уже. Но каждый раз вот кто-то позвонит, говорит, ой, знаете, вот нас 8 лет назад, вот кто-то говорит, да вот, знаете, у меня вот это. И вот эта вот женщина мне тоже показывает, что ну надо дальше работать, дальше спасать. Ну, мне, как обычному обывателю, очень интересно. Прихожу я к вам. Говорю, вот мне нужна помощь. Окей, хорошо, мы соглашаемся. Виза, опять же, Южная Корея, вот этот вот трансфер, покупка билетов. Вот с чем? Это я все сама? Или это вы мне тоже помогаете? Ну, вообще, я вот вам, честно говоря, вот это все на бумажку написала заранее, да, чтобы вы мне это спросили. То есть это как бы заготовленный вопрос, сразу говорю зрителям, да. Но почему я его написала? Не для того, чтобы сказать, какие мы молодцы, мы все это делаем, а для того, чтобы успокоить наших зрителей и там я даже не знала, что это на телевизор снимается. Телезрителей, радиослушателей. Радиослушателей, да, что в Корею поехать вот с нами, это вообще так легко. Так легко. У меня вот сейчас группа в Корею едет. Там женщины, они в Якутске-то одна женщина ни разу не была. Она мне в Корею едет, понимаете? То есть люди совсем очень такие, знаете, которые нигде не были. И мы им так помогаем. То есть мы им билеты помогаем, и визы, и гостиницы. И, пожалуйста, их везде встречают. Прилетают, их встречают, привезли в гостиницу. Если человек один, мы им находим пару. Ну вот как бы, да, спутник, да, по дороге. Попутчик, скажем так. И все это люди, никто за эти годы ни разу никто не потерялся, ни у кого там какие-то ЧП, там чего-нибудь такого не происходило. И славьте Господи. Все очень легко. Просто надо позвонить, записаться на бесплатную консультацию. Да, бесплатная консультация у нас уже 8-й год как идет. И, в принципе, за эти 15 минут решаются все вопросы любого пациента. Нужен только чемодан и желание. Здесь я хочу отметить, что не всем по карману. Просто даже из Улуса выехать. А я вот это тоже сейчас скажу, да, опять-таки. А тут в Южную Корею, и она не дешевая страна. Мария, сколько стоит обследование, как вы думаете? Слава богу, меня это минует. И дай бог, чтобы меня всегда так миновало. Есть обследование просто для простого человека, который стандартно должен пройти. В принципе, каждый год же диспансеризация проходит. То же самое, есть такие же программы в Корее, например, да? Вот, такие хорошие, большие программы, они стоят от 45 тысяч рублей, 45 тысяч рублей, мне кажется, сейчас, давайте я буду записывать. Да, вы прям себе запишите, вдруг вы у нас поедете, да, в будущем. 45 тысяч рублей. Это вот чекап, туда много чего входит, и того, чего там, как говорится, нигде тут в России ничего не войдет такого, то, что в Корее входит. Вот. Плюс, конечно же, понадобятся билеты, питание, проживание. Я вот сама считаю, что, в принципе, можно уложиться в 180 тысяч рублей под ключ полностью с билетом, питанием, проживанием, даже обследованием, может, даже на лекарства хватит. Но это же разве много? Сколько дней? Это на неделю. 180, и сюда все входит. Да. И опять же, тут же просто следует вопрос из вашего перечня вопросов. Выгода обращения к вам.
Выгода. Ну вот я говорю, опять-таки, я вот смотрю, да, вот просто чекап. Может быть, действительно нет смысла к нам приезжать, если только вы не хотите у нас в Корее погулять. Но супер выгода, тут даже не выгода, а вопрос жизни и смерти у людей, у которых ничего не могут сделать на родине, нигде, ни в центре, ни в райцентре, ни в каком-нибудь там федеральном центре, да. Тут уже о выгоде не думаешь, ты уже бежишь с чемоданами к нам и едешь в Корею, потому что в Корее действительно у нас вот эти вот даже вот бывает, что вот какие-то, знаешь, вот чуть ли биопсию иногда даже не надо резать пациента. То есть мы вот это вот так вот аппаратами смотрим. Ну, то есть у нас такие технологии, которых пока, ну, как бы не везде есть, скажем так, в России. Вот. Ну, Лекарства вылечить у нас на 4-й оригиналы. стадии, конечно, рак, это мне вообще информация нонсенс. Ну, это, знаете, я тоже не придумываю, просто мне вот пациент реально позвонил. Ну, просто даже я знаю, что это очень сложно, но это вообще маловероятный случай, скажем так, да. Если бы ко мне кто подошел и сказал, это лечится, я бы сказала, нет. Понимаешь? Но тут просто человек позвонил, говорит, вы знаете, вот это вот ваш пациент, я сама базу данных, у самой глаза чуть не выпали, как говорится. Но это значит, сколько у нас таких пациентов? Там много. А с клиниками в Корее вы как контактируете, как с ними связь поддерживаете? Мы являемся официальным представителем большинства клиник. И вот что хочу сказать. Вот через нас ехать на обследование и на лечение в целом намного выгоднее, чем там самого. Почему? Потому что так как мы с клиниками давно работаем, у нас с ними есть официальные серьезные соглашения, по которым мы можем давать свои внутренние скидки пациентам. А если ты с улицы приходишь, тебе этих скидок не видно. Ну, нету этих скидок. А скидки, они бывают хорошие, от 10 до 30%. Ну, то есть это очень хорошие скидки. Ну, случаев, да, вот Ну, 30%-то это. Да, это же прямо это хороший вариант. Поэтому те, кто там пытаются что-то сами найти, сами что-то договориться, но это пока те люди, которые не знают, что есть такие крупные компании, как наша компания, которые имеют именно такие соглашения с клиниками на основании долгосрочных вот этих отношений. Корея, они тоже дорожат длительными партнерскими отношениями. Ну, то есть друзьями не разбрасываются, скажем так. Ну, вот. Но я видела фотографии у вас в телеграм-канале, что вы даже еще и пациентов своих, я так понимаю, практически... Бывает. Да, и вместе с ними? Бывает, и за руку вожу. Ну, бывает, да, есть такое. Ну, знаешь, вот в Корее она такая... Даже вот люди едут прям тяжелые, да, прям думаешь, ну все, там чуть ли операция на головном мозге. Вот практически вот что-то такое думаешь, ну прям неделю в реанимации будет лежать. Какой там неделю на реанимации? Я приезжаю, там на 2-3 день говорю, ну что вы, как вы, ну что там, и это, человек уже гулять ушел. Все. Они все начинают гулять, там уже никого не соберешь. Я говорю, может, ребят, в ресторане посидим, покушаем там вместе, еще что-нибудь. Там собрать народ очень тяжело, все гуляют, все как отпускники. Ну, там редко кто прям лежит, там не может встать, да, ну, таких почти нету. Даже суперсложные там операционные пациенты, они у нас очень быстро восстанавливаются, прям очень быстро. Даже вот ноги оперируют, на 2-3 день они все ходят на своих ногах. У меня даже был такой случай, женщина, у меня аденокарцинома толстой кишки, очень большая опухоль, прям при мне вырезали ее, вот прямо на тазике привезли, мне вот так показали. Я думала, она точно умрет, наверное, ну это же такая опухоль, да, огромная, возраст еще такой большой. На следующий день прихожу, ее в палате нет, у меня сердце упало, ну думаю, все. И где она, оказывается, ушла погулять на 2-й день после операции. Это же вообще... Я вот знаете, что я сейчас сижу и думаю? Да. Ну, в любом случае, брать за жизнь и за здоровье другого человека на себя ответственность, это действительно же большая ответственность. Вот приходят они вот... Это моральная, моральная У вас есть такое ощущение, а вдруг я не смогу помочь? Конечно, есть каждый раз, поэтому я каждый раз думаю, пойду носки вязать, думаю, все, харе. Опять же, повторим, 8 лет, носки до сих пор не вяжем. Носки никак не вяжутся, да. Конечно, это, все-таки у нас разные же истории, да, всякое бывает в этой жизни, да. За каждого переживаешь, за каждого это, да, но, как говорится, во-первых, мы очень хорошо все это обсуждаем на берегу,
да, с каждым из пациентов. Мы понимаем, у кого какие риски. Если риски прям супер высокие, мы заранее об этом говорим. У нас есть специальная даже вот отдельная услуга — это поговорить с профессором. То есть, сидя дома, прям онлайн, можно поговорить с корейским профессором. Но это же очень круто. Мы даже эту услугу сильно не рекламируем у нас в России, потому что я так думаю, что если это москвичи учухают, у нас мест для якутян не останется. Потому что у москвичей денег много. Для них вот эти там 10 тысяч рублей за консультацию оплатить, им там 3 раза плюнуть. А это такая крутая вещь. Просто вот так по телефону поговорить с корейским профессором. Прямо вот, напрямую, и решить все свои вопросы. Поэтому мы даже не можем сильно-то рекламировать какие-то свои вещи, они уникальные. А есть вот такой пациент, вот прям, чья история вам вот прям врезалась? Конечно. Очень часто у меня он пациент, это я не придумываю, вот у нас в Инстаграме это интервью целое есть. Лечился он 7 лет в Москве от онкологии. Все, его отпустили умирать, все, сказали, поздняк, 4-я стадия. Приезжает к нам в Корею, оказывается, вообще нету онкологии. Вообще никакой нету. Он такой радостный, уже все на своих ногах, поехал домой. А теперь все это услышав, я хочу вернуться к началу. Да, можно. Но Вообще, это просто да. одна из историй. Что вас побудило к этому? Молодую, красивую, знающую корейский язык практически. Что вас побудило именно прийти вот в это? Помогать людям. Меня побудила вера в Бога. Вот что меня побудило. А вера в Бога приходит не просто так, а вследствие больших жизненных стрессов. В свое время мы потеряли ребенка, сына, ему было 7 лет, он погиб в ДТП. У него была большая черепно-мозговая травма, несовместимая с жизнью. Он лежал в коме 1 месяц, и мы понимали, только лучшие хирурги мира могли бы ему помочь. Но он был невыездной, то есть не транспортабелен. И после этого я подумала, что наверняка есть куча людей, которые транспортабельные, которым я могу помочь спасти их детей. Поэтому, наверное, это первый раз, когда я об этом рассказываю в эфире. Обычно это была такая боль, которую я не рассказываю. Вот, поэтому, какая бы я молодая, некрасивая ни была бы, тем не менее, вот в сердце у меня такая же боль, как у 1000 моих пациентов. Я их очень понимаю. И хочу их от этого избавить. Вот это вот меня побуждает работать каждый день. На износ. Вот я вам желаю никогда не уходить, вязать носки, помогать людям. А всем телезрителям и радиослушателям я озвучу номер телефона, по которому они смогут обратиться к вам. 8 924 763 56 34. 8 924 763 56 34. Спасибо за эфир и до новых встреч, уважаемые телезрители и радиослушатели. Да, берегите себя.